Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мое видео, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, вашу поддержку, ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что пророчат высшие силы на ваше будущее? Какое пророчество вы сегодня от высших сил должны получить? О том, что будет, о том, что ждет, о том, что точно произойдет. Загадайте, пожалуйста, на себя, попросите пророчество для себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну надо же. Смотрите на эту огромную рыбу. Рыба не простая, рыба золотая. Плавники, ну просто гигантские. Рыба плывет слева к вам в руку, причем в левую руку плывет. Вы на ключе стоите, видите? Слушайте, так много интересных сакральных знаков. Давно я такого не видела. Но сейчас будем разбираться. Давайте тогда начнем с этой рыбы. По таким рыбам проходят деньги, любовь, здоровье, ну и, в принципе, счастье в личной жизни. Эта рыба именно слева заплывает в вашу жизнь. Она гигантская, гигантская. Это как олицетворение периода вашей жизни, да? Периода любви, благополучия, благосостояния, какой-то идиллии, да? Период счастья в вашей жизни. Крадется к вам этот период. Рыба на себе несет какого-то человека, который вам готов все это дать. Дать, именно дать, девочки. Не вы сами пойдете заработаете, не сами будете себе мужика искать. А вот он плывет на этой рыбе, понимаете? Уже плывет в вашу жизнь. Здесь мужчина для вас открывает новый этап вашей жизни, да, либо новый период вашей жизни запускает. Очень крутой период. Период, когда будут исполняться ваши самые смелые мечты, самые смелые желания. Когда наконец-таки вы расслабитесь, выдохнете, и не нужно будет вот как конь, да, лошадь работать 24/7, чтобы выжить. Да. Не нужно будет там пытаться где-то себе просто друга найти. Вот он, готовенький идет. Девушки, женщины, вы все разные. Мужчины то же самое, вы все разные. Кто-то уже знаком с этим человеком, а кому-то только лишь предстоит познакомиться. А у кого-то даже может отыграться, что это ваш бывший человек, да, бывшая девушка, бывший парень, либо бывшая жена, бывший муж. Здесь возвращение тоже может отыграться. Но слева, понимаете, что угодно может быть слева. Как и новый, так и возвращение сможет отыграться. Но на огромной золотой рыбке плывет. Шикарно, шикарно. Это пророчество о вашем будущем. Счастье. Счастье, довольная, спокойная, обеспеченная жизнь с прекрасным партнером рядом. И для мужчин, и для женщин идет одинаково. Меня очень часто обвиняют в том, что мои гадания какие-то прям особо сладкие. Ребят, ну вы же видите эту огромную рыбу. Ну что я вам должна сказать? Вы видите, человек на ней стоит. Что я должна вам говорить, если такой рисунок нам выходит? Если вы будете заниматься отрицанием, да, постоянно быть на негативе, ну извините, вы сами себя до сроку загоните такими мыслями. Будьте оптимистами и немножечко позвольте чуду случиться в вашей жизни, а не так, чтобы все, нет и все. Невозможно, не будет. Чудеса, они повсеместно происходят, повсеместно. И раз вы попали на эту отсыпку, эта информация для вас. Тем более, смотрите, вы на ключе стоите, огромный ключ, и вы на нем стоите. Кстати, ключ похож на мой ключ, которым я пользуюсь. У меня, кстати, сейчас в обрядах используется. Если вы смотрели мои гадания на кофе, вот я его периодически на кофе использую. Смотрите, ключик-то непростой. У кого-то отыграется ключик от новой жизни,
Мгм. Да, новая жизнь на новом месте, в новом доме, с новым человеком, новые возможности, да, вот все вот новое. Что касается жизни, вот оно идет прямо уже совсем близко к корню находится, то есть совсем скоро это произойдет. У других отыграется ключ от страшной тайны, которая не давала покоя, либо от какой-то секретной информации, которая вот прям жизненно необходима для того, чтобы что-то получить, добиться, поменять, приобрести. Но опять же, вы все разные. Ключ уже у вас под ногами. Он будет вам дан, либо вами найден. И так может отыграться. Вы хозяйка этого ключа. Только вы им распоряжаетесь. И распоряжаетесь по своему усмотрению для себя. Прекрасно, ключик есть. Так, и еще здесь женщина, русалка. Русалка, которая, ну, давайте скажем так, доигралась. Да, есть плохое слово. Ну, мы на ютубе будем соблюдать рамки приличия. Доигралась. Эта русалка либо очень много вас обманывала, либо какую-то нечестную игру вела, либо в принципе была как темное пятно в вашей жизни. Да? Из-за этой женщины-русалки очень много бед случилось, очень много неприятностей на вас обрушилось. Долго она как-то пировала, как власть какая-то даже в руках у нее была. Ну вот ее эпоха заканчивается. Русалка с придавленным хвостом. Плыть она больше не может, да, как прикована к какому-то месту останется. Я вас поздравляю. Вы, конечно, все разные, но помеха со стороны женщины остается у вас в прошлом. Вы ничего ей не делаете, за вас все сделают высшие силы, либо другие люди. И так может отыграться. То есть одной русалкой в жизни меньше станет. Дальше смотрите, какая дверь тут перед вами. Дверь, и вы на пороге этой двери. И здесь какой-то человек перед вами эту дверь открывает. Человек, кстати, либо старше вас по возрасту, либо по социальному статусу гораздо выше. Прямо перед вами открывает, говорит: заходи. Мы здесь тебе рады будем, да, либо там тебя встретят. Смотрите, может быть, и в прямом смысле слова, благодаря каким-то знакомствам, связям, для вас прям что-то шикарненькое откроется, начнется. А у других отыграется это, ну, в таком сакральном смысле переход с одного уровня на другой. Ну, опять же, рыба у нас проиграется. То есть время пришло, ребят, время пришло жить. Не выживать, не приспосабливаться, а именно жить в свое удовольствие. Еще раз говорю, будете это отрицать, пеняйте только на себя. Правда, иногда, ну, аж знаете, до слез. Вот читаю некоторые комментарии. Вот, там женщины, например, пишут о том, что все плохо, жизнь такая тяжелая, била, там люди плохие попадались. И тут же она говорит: вот все, я не верю, я несчастная, и несчастной я останусь. Ну разве так можно? Нельзя, ребят, нельзя ни в коем случае. Не программируйте себя на негатив. Как бы тяжело вам ни приходилось, все равно не программируйте себя на негатив. Это большой грех. Так, идем дальше. Здесь сердце, два человека в сердце внутри соединились. Смотрите, это сердце, оно не ваше, но это кто-то из ваших родных, близких, горячо любимых людей. Может быть, ваша дочь, может быть, ваш сын, может быть, кто-то из внуков, брат, сестра. Человек, которого вы очень-очень любите. Смотрите, найдет свою любовь, найдет свое счастье, и здесь получится просто прекрасная семья, полная любви, нежности и заботы. У вас прям сердце замирает, когда вы на них смотрите. Замирает от радости, не пугайтесь. От этого союза прекрасные детки появятся, родятся. Либо от этого союза, помимо деток, еще и как какая-то новая работа, новая активность, новое начинание пойдет, тоже очень-очень успешное. Но в этой паре женщина главная, а мужчинка, ну, он как при ней получается. Это неплохо, девочки. Даже если у вас сын либо внук, это неплохо. Вашему сыну либо внуку нужна такая сильная женщина, которая бы могла, ну, не то чтобы вас заменить, а как наследовать вас. Вот нужна такая женщина. Если вы будете что-то такого плана замечать, не надо акцентировать на этом внимание. Лучше порадуйте себе тихо, молча, да, и пусть они живут
развиваются, любят друг друга, наслаждаются жизнью. Так не выходит. Так, еще. Какой-то блок был в работе, на работе, в делах. Опять же, вы все разные. Тут и мужчины, и женщины меня смотрят. У кого-то свой бизнес был, у кого-то наемная работа. Кто-то в принципе не мог найти работу. А кто-то никак не мог с нелюбимой работы уйти, как говорится, в свободное плавание, заняться своим делом. Был очень серьезный блок. И вы, как на краю пропасти, все время висели, ножками болтали. И у вас такая ситуация была, что вы и вылезти не можете, и назад, то есть вниз спуститься. Это значит упасть на камни тоже не можете. Вот как между небом и землей болтались. Смотрите, этот блок, он у вас не новый. И, скорее всего, он был кем-то созданный. Например, были вы ребенком, вас поглазили. Либо закончили вы вуз, и родственники, например, сидели, хвалились вами. Кто-то вас поглазил, даже родственники могли поглазить. Либо какие-то соседи, знакомые. Были успехи, и вас прям сглазили. Я вижу, что вам с детства пророчили очень такую крутую судьбу, счастливую судьбу. Пророчили хорошую работу, большие заработки, высокие должности. А по итогу вы этого всего не имеете. И вопрос, почему? А я вам объясняю, был сглаз. И сглаз очень сильный. Сглаз, который вас прям как из колеи выбил, из жизненной колеи выбил. Глаз, который не дает людям видеть вас, рассмотреть вас, понять, что вы стоящий сотрудник, что вы умный человек, что вы талантливый человек. Сглаз. Может быть, вы снимали этот сглаз, может быть, вы что-то другое делали, а может быть, время пришло. То есть глаз падет. Эта сила, которая как пропастью была, она исчезнет. Исчезнет, рассосется. И вы, пожалуйста, вы своего добьетесь. То, чего вы хотели, чего просит ваше сердце, чего просит ваш разум, вы того 100% добьетесь. Не сразу, не в один день. И возможно, кому-то нужна будет поддержка, но вы точно этого добьетесь. Я вижу вашу реализацию. То есть передо мной человек реализованный. Реализованный именно в том деле, которое приносит удовольствие и радость. И, соответственно, деньги. Не будете же вы заниматься делом, которое не приносит вам какую-то денежку. Хотя, может быть, вы и так будете богато жить, и вам будет достаточно, что я творю, я реализую в своих работах, либо в своих каких-то начинаниях. Здесь однозначно человек у меня реализованный вышел. Реализованный. Так, еще. Здесь какой-то приставучий мужик отстанет от вас. Отстанет прям по рукам получит и от вас отстанет. Здесь или девушка, или мужчина одинаково идет. Кто-то к вам пристает, кто-то хочет вами командовать, доминировать, себе подчинить, создать вам какие-то не очень приятные условия. Что-то происходит такое, знаете, нехорошее и недоброе. Я вижу, что этот человек от вас отстанет, по рукам будет получать, больно. Может, даже действительно в прямом смысле слова какая-то травма рук случится. И отстанет, как, знаете, откалывается кусок, и он на этом куске куда-то летит. Летит далеко и надолго. Прекратит вам мешать и прекратит вас расстраивать. Так, еще я вижу у вас знак большой победы. Большой победы, только не могу понять в чем. Но опять же, вы все разные, У каждого своя ситуация, и каждый идет к своей большой победе. Победа будет славной, громкой, славной и ни с чем не сравнимой. Это чуть попозже у вас произойдет, чуть попозже. Я вижу, что вам эту победу никто не помогает получить. Вы все сделаете сами. Сами, кто бы против вас не выступил, вы будете самостоятельно сражаться и победите. Тут победа чисто ваша. Никто не сможет вам сказать, что вам помогали. Нет, все чисто на вашей силе, на вашем энтузиазме идет. Так, еще. Чего-то вы очень сильно боитесь. Либо чего-то боитесь, либо за кого-то боитесь. Очень боитесь. Здесь точно этого не будет. Этого не будет. Это не случится ни с вами, ни с тем, за кого вы боитесь. Точно не будет. Но здесь немножко по-другому показали. Как раз чего вы не боитесь, либо считаете, что ок, нормально, ничего не будет. Там могут быть проблемы. Что-то вы делаете, может быть, не совсем легально, не совсем законно.
не совсем чисто. Ну, давайте так, я не буду ковырять, я не буду тут на весь YouTube озвучивать. Но вот я вижу, что что-то есть. Там, где вы так глаз прикрываете, думаете, пронесет, да? Ничего страшного. Вот там могут быть неприятности. Если вы не прекратите этим заниматься, либо если вы не легализуетесь, да, могут быть неприятности. Ну, достаточно такие, знаете, придется напрягаться, чтобы все это потом заладить, исправить, и даже какое-то время уйдет. Но я вас предупредила, вы уж там сами думайте, решайте и поступайте как вам угодно. Я всего лишь передаю информацию. Так, ну и, пожалуй, самый важный момент, который вы должны для себя узнать, да, вот из вашего будущего, пророчества, которое дает вам высшие силы. Это возвращение в вашу жизнь солнечных дней, солнечные, теплые дни, солнечные дни. Это может быть что угодно, начиная от состояния здоровья, заканчивая действительно поездками к морю, к солнцу, либо проживанием возле моря, солнца, под солнцем, да, не возле солнца, под солнцем. Опять же, все разные, у каждого отыграется по-своему. Также по солнцу, солнечным дням отыгрываются дни, когда вам везет, когда удача вам сопутствует. Я вижу, что солнце вернется, и вы прям под этим солнцем будете греться, вот 100%. Там уж сами определяйте, что вам подходит, либо подходит ли вам, в принципе, это предсказание, это пророчество. Но над кем-то солнце будет очень-очень так нежно, но ярко светить, не обжигая, а согревая. Очень хороший знак, очень, кстати, сильный знак. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.